Меры по сдерживанию цен на продукты питания и средства первой необходимости обсудили на заседании в правительстве Ингушетии под председательством премьера с участием глав муниципалитетов, представителей Кабмина, УФАС, Роспотребнадзора и предпринимателей. Если еще неделю назад говорилось о повышении цен на 15%, то сейчас они увеличились в 4-6 раз. Мониторинг цен в соответствии с распоряжением главы региона проводит Минпромсвязи. Всю информацию о ценовых изменениях направляют в ФАС по республике, Минэк и Минпромторг. В настоящее время отмечается повышенный спрос на товары длительного хранения. Это крупы, макароны, чай, сахар и соль. Указанный рост в основном связан с тем, что вышеуказанные наименования продуктов питания ввозятся в республику поставщиками с соседних регионов. Это Краснодарский край, Ставропольский край, Кабардино-Балкария. Соответственно, в стоимость каждого наименования продукта, помимо прочих расходов, входят расходы на транспортировку, которые значительно увеличились с повышением цен на горюче-смазочные материалы. В результате чего на прилавки предприятий организации розничной сети республики продукты попадают с добавленной стоимостью. Отмечается значительное сокращение запасов по сахару на оптовых складах республики. Во всех магазинах розничной торговли сахар имеется, но запасы не обновляются, так как поставщики не отпускают с заводов продукцию. Из проблемных позиций также можно выделить детское питание. Это за 3 дня увеличение на 15 рублей. Обоснованность роста цен на детское питание, дефицита сахара у поставщиков проверяется ФАС России. В ряде соседних регионов цены на основные продукты ниже, чем в Ингушетии. Сластенин сделал замечание ряду ведомств. Так, ранее руководителям региона было дано поручение Минсельхозу провести ярмарки в населенных пунктах в выходные дни, что не было сделано. До сих пор в муниципалитетах не были проведены рейды. Некоторые главы муниципалитетов ранее подписывали соглашения с поставщиками о недопущении роста цен больше, чем на 10%. Но это не помогло. По итогам совещания было принято решение организовать рабочие группы для проведения рейдов на торговых точках. В состав идут работники администрации, депутаты, Роспотребнадзор, УФАС, налоговая, правоохранители, журналисты. Кто должен смотреть за цены? Никто не прошел, не посмотрел, никого не наказал рублем. А вы говорите, рынок регулирует. Вот для этого есть рынок, и вам смотреть надо, чтобы не больше 30%. А 10% они вам не выдержат, сейчас скажут, ну что 10%. У нас инфляция в стране уже 10%. Я этих людей, которые в такой трудный момент наживаются на проблемах людей, не считаю предпринимателями. Эти люди больше спекулянты, больше по слову подходят. Если они хотят здесь работать и жить, надо все-таки человеческий подход должен быть. Кто не понимает, тому надо вынуть заниматься этим вопросом. На мой взгляд, там другого варианта нет.